õhk ja vesi, hingamine ja joomine. Kõige lihtsamad ja kättesaadavamad asjad. Kõige sügavamad vajadused, milleta poleks elu. Me tavaliselt ei mõtle igale hingetõmbele või igale veesõõmule, kuid täna vaatame ja tunnetame neid ürgelemente. Meile juba tuttav terapeut ja hõbedakunstnik Oleks räägib täpsemalt, kuidas veeväge välja tuua ja enda jaoks kasutada. Oleksi teemad varasematest saadetest tekitasid nii palju vastukaja, et võtsime kätte ja sõitsime Lätti. Rääkisime seal temaga idameditsiinist, psühholoogiast, sõltuvustest, haigustest, aga ennekõike veest. Kuidas teha sellist vett ja kuidas seda juua, et see tervendaks ja aitaks soovidel täituda. Для того, чтобы быть здоровым и долго жить, необходимы очень элементарные и простые вещи. Эти вещи знали наши предки несколько тысяч лет тому обратно, включая и Китай, Тибет в том числе, Японию, Египет и многие другие страны. Ну, перво-наперво, конечно, это вода. Вода – это то, из чего мы состоим, и если мы правильно понимаем и правильно применяем, то мы можем избавиться от многих-многих болячек. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то мы видим, что многие болезни в основе лежит того, что мне кажется, что я много пью, но на самом деле очень мало. Все начинается с утра. Как мы только просыпаемся, так сразу берем стакан воды и выпиваем их не только один, но выпиваем целых 4 штуки. 4 стаканчика этого воды. Ну, серебряная вода, конечно, изготавливается по слановому принципу. Вот для приготовления серебряной воды мы изготавливаем специальные такие серебряные пластины. Его специально нагревают, отковывают в горячем состоянии. Раз 10 раз. Ну, специальная кислота там, ну, технология сложная, я сейчас не буду рассказывать. Берем пластиночку и обязательно ее надо согнуть. Вот сгибаем так, как будто был бы домик, как крыша. Вот в таком состоянии. Берем 2 пальцами и опускаем воду. Именно чтобы она так стояла, как бы такой крышей. Это примерно вечером поставили туда, и с утра у вас готовое через 8-10 часов, и оно обогащается серебряными ионами и также создает торсионное поле. Оно является очень структурированным. Где-то 8-9 часов, и у вас готовая серебряная вода. Даете детям, там, кошкам, собачкам. Здесь никогда не будет у вас ни концентрация большой. Значит, выпиваем 4 стакана серебряной воды с утра. Это тогда, когда мы только-только проснулись. Идем, не чистим зубы, все сразу выпиваем. Конечно, очень тяжело сразу это сделать, но где-то за 2 недели мы можем эту дозу поднять до 4 стаканов. Когда выпиваем 4 стакана, то 45 минут ничего не кушаем. После 45 минут мы первое, что кушаем, это овощи или фрукты. Когда поели овощи, фрукты, то потом 15 минут опять перерыв. И только потом мы кушаем то, что Боженька дал. Но мы же с утра привыкли кофе, чай пить и так далее. Ну, значит, все то, что содержит кофеин, выгоняет из клетки в межклеточное пространство. Значит, если я выпил 100 грамм кофе или чая, то 150 я пописал. Я теряю больше, чем я сюда попал. Это первое. Значит, зеленый чай, черный чай, все то, что содержит кофеин, с утра откладываем, это не пьем. Что касается кофе, кофе содержит алкалоид морфия.
Это является наркотиком, и если я с утра выпиваю, я разрушаю нейронные связи. Вот представьте, что есть нейрон, у него от 10 до 100 тысяч связей, и если мы с утра выпиваем, то вот эти связи разрушаются. Автоматически здоровье ухудшается, и говорить о здоровье не приходится. Если хотим кофе пить, то это после обеда, но не с утра. Тогда, когда мы поели, а кушаем мы только слюной, ничего не запиваем, ни кофе, ни чай, ни вода, ни сок, ничего. Когда выпиваем все, то покушали, и нельзя заканчивать сладким. Сладкая еда – это уже отдельная еда, и если мы будем заканчивать сладким, то все, что мы поели, pH падает вниз, и будет кислая реакция, автоматически и заболевания будут. Если мы хотим здоровую пищу, то сладкое – это отдельно, ни со вторым, ни с первым блюдом нельзя. И тогда, когда поели, спустя только 2 часа можем пить воду. Не раньше. Потому что я часто вижу, что люди поели, и 15-20 минут прошло, он уже воду пьет, и, конечно, здоровья там не будет. Ну, это первое начало. Если мы к этому сможем привыкнуть, то спустя неделю мы увидим, что объем пищи, который мы употребляли, сокращается. Мы меньше будем кушать. Это первое. Второй момент. Вопросы давления, головные боли, сердца, псориазы, астмы. Многие болячки будут уходить. Многие раны, которые не заживают, это благодаря тому, что воды не хватает. Когда нехватка воды, потому что мозг потребляет 25% от жидкости, а если у меня его не хватает, автоматически страдает мозг. А если страдает мозг, автоматически страдает все, и печень, и поджелудочная, и так далее, все остальные компоненты. Так что начало – это утро. Вот если мы можем с этим справиться, все остальное уже придет в норму. Но это одна часть, маленькая часть того, из чего состоит. Это маленькие такие, можно сказать, рекомендации, которые можно применить каждый человек. Но есть очень ряд заболеваний, можно сказать, в отдел психосоматических заболеваний. Это псориазы, астмы, диабет, это злокачественные опухоли и так далее. Многие такие заболевания, с которыми мы довольно трудно справляемся. Мы стараемся как-то больше верить лекарствам, но жизнь показывает, что надо приходить к очень тем ритмам, которые дает нам природа, окружение, да, и простая вода. Только воду не надо кипятить, если это из-под крана вода. Пусть несколько часов постоит, набрали, постояла, потом переливайте в кастрюлю и поставили на огонь, чтобы первые пузырьки показались по краям кастрюли, первые пузырьки. Потом быстренько сливаем, закрываем крышку и в холодное место. И у вас будет прекрасная структурированная вода. Но кипятить не надо, да, только первые пузыри. И только тогда вы ставите серебро туда. Я бы хотел чуть-чуть прояснить, как же это все появляется. Если мы возьмем в основу свою, что у нас есть разум, и разделим его хотя бы на части. Одну часть мы возьмем как бы сознание, вторую часть, как мы в школах учились, это будет подсознание. Тогда, когда мы при сознании, то мы принимаем решение и, по сути дела, не болеем. При хорошем состоянии духа мы практически не болеем. То есть заболевание происходит только тогда, когда у нас есть какие-то травмы, боль, когда у нас в этот момент, когда мы получаем травмы, в этот момент наше сознание отключается, и все, что происходит, наша душа или наш дух считывает. Ну, возьмем это, назовем как картинка. В этой картинке записывается все, что происходит в данный момент. Там может быть визуально, там может быть цвет, запах,
положение тела, эмоции, звуки, тексты. Мы можем перечислить очень много, где-то 65 показателей. Все этот файл в момент этого записывается сюда, в подсознание, и вот эта картинка остается навеки вечной. Второй момент – это тогда, когда у нас есть эмоциональное переживание. В школе 2 поставили, какой-то стресс на работе или дома, кто-то умер из родных, там собачка, еще что-то. То есть все то, что связано с эмоциональными переживаниями. То же самое, сознание отключается, и все, что происходит в данный момент, когда вы узнаете об этом стрессе, все вот эти файлы, все записывается в момент подсознания в эту картинку. Ну и третий вид – это тогда, когда у нас мы пьем алкоголь, наркотик и лекарства, которые базируются на наркотических веществах. Также отключается сознание, и все, что происходит в данный момент, цвет, запахи, положение, эмоции, все идет, записывается сюда и остается навеки вечным. Если в сознательном состоянии я все понимаю и различаю, и прекрасно принимаю решения, за считанные секунды принимается решение, сознание, значит, будет решение где-то за 10 секунд принимаю решение. Да? В этом состоянии, там, где происходит, я долго думаю и не решаюсь, я колебаюсь. У меня выходит от подсознания, выходит примерно от 5 до 10 часов. И всегда неправильно. Тогда, когда я не принимаю мгновенное решение и начинаю думать и думать, это никогда не будет правильно. Потому что я вытаскиваю отсюда. А тогда, когда есть боль и потеря, всегда с картинкой есть бессознательность. У меня сознание теряется, бессознательность. И я не различаю. Если я здесь различаю, какой цвет, какой запах, то здесь у меня все одинаково. Белый или красный или желтый. Эта женщина или другая женщина. Если у меня женщина ушла к другому, они все Б. Если мужчина пьющий, все они алкаши. То есть все это обобщение выходит с этого банка. Отсюда выходят страхи, не могу, не хочу, не вижу, не слышу. Здесь все неспособности. Здесь все психосоматические заболевания. Весь файл здесь находится. И чем больше живем, чем больше увеличивается это, и чем меньше уменьшается сознание. И самое интересное, вы можете ее еще приготовить, как бы пастулированную воду. Как мы это можем сделать? Взяли ее, намочили, водичка, взяли, намочили, согнули и 2 пальцами придерживаем, выдаем то и выговариваем не больше 3-4 слов. То, что мы хотим. Хотим улучшить, чтобы была там сердечная деятельность, или там печень, или хочу бросить курить, или там еще, или заболевание какое-то. То, что я хочу. Но я должен быть 1 на 1 с этим. Не должно быть ни телефонов, ни компьютеров. Все должно быть выключено, чтобы мне поменьше было электромагнитной волны. И когда я выговорил, на мокрую берем также 2 пальцами, окунаем вниз, и у нас готовая вода для питьевая. Можно воду заливать попозже, потом, неважно. Главное, чтобы вы пластину поставили, а потом уже можете залить водичкой. И через 8-9 часов у вас будет готовая пастулированная вода. Для более эффекта вы можете даже тогда, когда с утра встаете, возьмите эту баночку в руки, просто подержите, подумайте о том, что вы хотели бы иметь, да, и потом берете и эту водичку, выпиваете, или делаете ванну, или готовите кушать, и так далее. Вы увидите, какой результат. Буквально можно это видеть, где-то за неделю меняется все. Ваше давление, ваше самочувствие, да,
мы уже проверяли очень интересные результаты, включая псориазы, там, астмы и так далее. Можно даже сделать так, что и при злокачественных опухолях, если применять его каждый день по 4 стакана, с утра выпивать, и за 190 дней проходит. То есть те процессы, которые происходят, мы мало соображаем, что же происходит, но эффекты потрясающие, конечно. Есть страх времени, в котором мы живем. Это сегодняшний день, это рождение, это зачатие, это мама, это папа, это наши прошлые жизни. Мы знаем, что у нашей мамы были какие-то травмы. Мы знаем, что у папы были травмы. Мы знаем, что у мамы были эмоциональные переживания. И папа переживал. Мы знаем, что мама выпила шампанского. Мы знаем, что папа выпил водочки. Все это события. Этот банк передается сюда. В момент зачатия передаем детям. Вся беременность, весь перинатальный период, хорошее и плохое, все записывается сюда. И нет разницы. Я не различаю. Если мама хочет пить, то без разницы, она хочет пить воду или водку, или бензин, ребенок не различает. Ну, роды то же самое, и наши детские заболевания также. Это одна линия. Эту линию мы можем назвать генетической линией. Это родители. Но есть и вторая линия. Это наши прошлые жизни. Здесь слишком большой отрезок времени и очень большой отрезок времени миллиарды лет. И оно влияет намного больше, чем генетическая линия, которая нам кажется, что родители нам передают. Это ложно. Самое большое влияние на человека оказывает именно его прошлое воплощение и его прошлые привязанности, неудачи, травмы, смерти и так далее. Это называется вторая линия или линия души, духа. Каждая новая жизнь – это новое тело, это новый опыт, это новое признание, это новые неудачи или удачи, выигрыши, не выигрыши, но именно вот этот большой опыт оказывает самое сильное влияние на сегодняшнюю нашу жизнь. Мы стараемся подогнать под сегодняшнюю теорию какие-то мои неспособности или мои неудачи, но по сути дела это все здесь. Линия родителей влияет очень мало. Мы можем копировать у родителей, но мы можем взять тело какое-то там генетическое, но по сути влияние оно очень мало оказывает. Оказывает самое большое именно это прошлое. На сегодняшний день мы понимаем, что чем больше становится вот этот банк, чем меньше наше сознание. Чем меньше сознания, чем хуже я выживаю, чем больше я болею. Значит, выход один. Надо сократить этот банк. Надо сократить эти события. Когда эти события можно сократить, я могу становиться более способным и более здоровым. Вы можете иметь серебро, конечно, но надо 925-ю пробу. Во-первых, тогда он будет. Но если вы хотите именно структурированное с постулатом, то надо его изготавливать, надо знать как. Да? Это мало, что вы пойдете к ювелиру, это мало. Вы можете сделать себе серебряную воду, но здесь она структурирована, она имеет торсионное поле, оно имеет именно вот те свойства, о которых я говорю. Там 10 раз надо в горячем состоянии, в красном состоянии откроется, в кипящей несколько, там и серная, и соляная кислота, там и щелочи есть, там и сода, там очень много. Процесс, пока ее изготовить, проходит очень много времени, да, там где-то, не меньше 5-6 часов проходит на одну пластину. Так что это не просто так, это вы так проете, просто кусок серебра будет, это не то. Это разные вещи.